Новые развлечения для детворы. В одном из кварталов города появилась современная площадка. Какой процент готовности на сегодняшний день к зиме у учреждений культуры? Где провести отдых в родном Башкортостане? Вы узнаете в нашем сюжете. Теперь об этом и другом более подробно в эфире городского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Остаток лета маленькие жители дома 23, улицы Ленина, точно не будут проводить в душных квартирах. Во дворе у них теперь есть развлечения на выбор. Новая карусель, качалка и горка. О современной площадке здесь мечтали давно. Детей здесь всегда было много, а вот для их развлечений, не считая пару качелей, практически ничего не было. Подростки и даже малыши не спешили на прогулку, предпочитая проводить время на соседних улицах, там, где есть и качели, и игровые площадки, и песочницы. В новом детском городке побывала наша съемочная группа. Ради новой детской площадки в свое время собственники дома пытались войти в различные программы, в том числе и поддержки местных инициатив, однако не прошли по конкурсу. Сегодня радость местной детворе стала возможной благодаря сотрудничеству жителей с управляющей компанией. В этом доме живут очень люди неравнодушные, многие по несколько десятков лет, они очень заботятся о своем доме, берегут свое имущество. На доме установлен тариф достаточный для проведения такого рода работ. И, к сожалению, конечно, есть должники. Если бы платежная дисциплина была лучше, то и площадка могла бы быть больше. Но вот, тем не менее, работы идут, и сегодня жители очень с готовностью откликнулись, и воду предоставили для разведения раствора. В общем, поддерживают, и управляющая компания по желанию жителей вот сегодня проводит эти работы. Жители двора новую площадку смогут оценить уже завтра. Установщики игрового городка уверены, что новая конструкция наверняка придется по душе как детям, которые с утра и до позднего вечера проводят время во дворе, так и их родителям. Мамы и бабушки отныне не будут волноваться, что малыши заскучают и решат похулиганить. Устанавливается несколько игровых элементов. Это карусель, качалка, горка. Элементы сертифицированы. Устанавливает их специализированная компания из города Магнитогорск. Помимо этого, здесь были демонтированы старые конструкции. Сейчас они находятся на реставрации, на реконструкции. И после проведения ремонтных работ будут возвращены на прежнее место. Площадка немного расширена. Мы надеемся, что ребятишкам она понравится. Антон Шерстнев, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сегодня по всей стране отделы службы судебных приставов провели день открытых дверей. В Сибае за консультацией и помощью к приставам-исполнителям обратилось около 10 человек. Подробности смотрите далее. В девизе судебных приставов «Сила закона в его исполнении» выражена суть их работы. Они олицетворяют неизбежность правосудия, и поэтому ряд социально значимых направлений держится на особом контроле. Это в первую очередь взыскание задолженности по алиментам, заработной плате и налогам. И во время приема основными вопросами стали именно эти направления. Как отметили в подразделении, все обратившиеся граждане получили исчерпывающие консультации. Всего же в отделе находится более 13 тысяч исполнительных производств. Эти исполнительные производства такого характера, примерно процентов 40 это административные штрафы, то есть взыскание штрафа за нарушение правил дорожного движения и за нарушение общественного порядка в общественных местах. Также у нас присутствует в большом количестве исполнительных производств по взысканию долгов в бюджет, в городской, как в городской, так и в государственный бюджет Российской Федерации. Какую-то часть занимают исполнительные производства по взысканию алиментов. Как раз это такая категория производств, которая является задачей, по выполнению которой являются наиболее приоритетными для нашей службы. Значительно повышают фактическое исполнение решений совместные рейды службы судебных приставов с представителями других ведомств. На постоянной основе осуществляются рейды с иными органами, с налоговой инспекцией постоянно совместные рейды проводятся. Также часто выезжаем с энергетической бытовой компанией, с «Газпромом». Ну и представители банков зачастую сами изъявляют желание с нами вместе выезжать по адресам, лично смотреть, как проводятся исполнительские действия, участвовать в этих исполнительских действиях. Ну и, соответственно, обмен информацией, что облегчает работу и судебному приставу, и когда представители уже организации сами видят
где, как и что, уже потом к приставу меньше вопросов возникает, если уж не получается взыскать, так как взыскать все равно у всех невозможно. Раз в год на дорогах Сибая появляется дорожный пристав, аппаратно-программный комплекс для поиска автомобилей должников по различным платежам и другим базам данных, которые намного облегчают труд судебных приставов. В этом году проезд данной машины в Сибая ожидается в августе. Давид Фадеев, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В период летнего сезона, пока многие наслаждаются отдыхом, по городу ведется активная работа по подготовке учреждений и домов к отопительному сезону. В основном ремонту и замене подлежат окна, системы отопления и водоснабжения. Какой процент готовности на сегодняшний день к зиме у учреждений культуры, узнавали мои коллеги. Центр детского творчества, детская школа искусств, детская музыкальная школа, художественная школа, Центр народной культуры и досуга ежегодно обучает и выпускает сотни талантливых ребятишек. Конечно, сам процесс обучения во многом зависит и от состояния образовательного учреждения. А потому во время летних каникул сотрудники учебных заведений проводят ряд работ, направленных на улучшение комфортной среды и подготовку к зиме. В библиотеках у нас проводятся ремонтные работы. Это в модельной детской библиотеке, замена полностью окон и косметический ремонт стен. Центр народной культуры и досуга по федеральной программе «Доступная среда» получил 1 200 000 и будут проводиться большие ремонтные работы по данной программе. В филиале номер 5 будут большие ремонтные работы проходить. Этот филиал у нас работает как филиал для малогабаритных населения, то есть работа с инвалидами. Там будет ремонтная работа проходить. То есть еще раз хочу сказать большое спасибо поддержке нашей администрации Хальту Хамзовичу за выделение денежных средств и проведение ремонтных работ. Детская музыкальная школа была введена в эксплуатацию в 1978 году. Этим летом здесь будут проводиться работы по замене окон и системы отопления. Необходимо отметить, что окна в этом учебном заведении не менялись уже в течение 18 лет. В этом году будет заменено 15 окон благодаря нашему спонсору Бекинову Яудату Усмановичу, который обучался сам в детской музыкальной школе. Поэтому он решил поддержать свою школу, выделить небольшие денежные средства в поддержку и для замены оконных проемов. И мы надеемся, что дети будут заниматься в теплой, уютной школе. Еще в числе учебных заведений, в которых будут проведены аналогичные работы, это детская школа искусств. Когда-то здесь находился детский сад. Само здание существует с 1967 года. Детская школа искусств принимала участие в федеральной программе поддержки местных инициатив и выиграла в этой программе. И получили 832 000. На эти деньги будут заменены частично окна, полностью замена отопления будет происходить. Но мы надеемся, что в дальнейшем наша школа будет также замечательно работать, потому что данная школа работает по направлению инклюзивного образования. То есть здесь образование, также музыкальное образование получают дети-инвалиды. Всего в школе искусств 24 окна. Само здание двухэтажное. Благодаря выделенным средствам проблемные места будут устранены. Как утверждают сотрудники учреждения, эти окна не менялись с момента постройки здания. Вот уже 50 лет. Данил Алибаев, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Вниманию жителей города Сибай! Новый лазерный метод лечения остеохондроза, грыж позвоночника, суставов, внутренних органов без лекарств и операций. Прием ведут специалисты медицинского центра «Надежда», город Санкт-Петербург, по адресу Сибай, Чайковского, 1, Ледовый дворец, Ирандык. Телефон 8 965 650 80 74. Консультация бесплатна. Святость материнства. Именно под таким названием в нашей стране существует всероссийская программа, под эгидой которой проводятся различные конкурсы, форумы и мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей у населения. В этом году защищать честь нашего города вызвались представители отделения женской консультации Сибая. Подробности смотрите далее. С 2016 года при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в нашей стране проводится всероссийский конкурс «Святость материнства». Его основная задача – поддержать специалистов учреждения родовспоможения, которые дают женщинам возможность принять правильное решение и сохранить беременность. В нынешнем году специалисты Сибайского отделения женской консультации будут представлять наш город на данном конкурсе. Какие работы по сохранению новой жизни проводят врачи-акушеры и гинекологи, нам рассказала заведующая женской консультации
консультации Наиля Набиуллина. Когда женщина, допустим, обращается сделать, какие-то причины возникают, семейные, может на работе, может быть еще что-то. И женщина желает прервать беременность, допустим. Если женщина желает прервать первую беременность, то, естественно, каждый врач на своем участке беседует с ней, говорит об осложнениях, какие могут произойти, как это скажется вообще на ее здоровье, как в последующем может это быть. Поэтому мы стараемся, чтобы первого ребенка женщина обязательно родила. Сейчас мы уже не только боремся за первого ребенка, и за второго, и за третьего, и за пятого, и за шестого, если есть такие. Мы стараемся, каждая наша акушер-гинеколог на своем участке, она проводит беседы. Одна из главных номинаций, где и будут участвовать представители Сибая, это лучшая женская консультация по критерию сохранения беременности у женщин за направлением на аборт. Победитель определяется по наименьшим показателям отношения количества абортов к количеству родов и качеству медицинской и психологической помощи по сохранению беременности. По словам специалистов, в настоящее время в нашем городе значительно сократилось количество абортов. Молодые девушки все чаще осознанно становятся матерями. Мы всегда говорили, и выступлений много у меня было о том, что ранняя половая жизнь там. Я думаю, что сегодняшняя молодежь это прекрасно понимает. Мне кажется, многие уже отказались от такой жизни и стараются очень подходить серьезно, потому что они же будущие мамы, будущие папы. И я думаю, что такой страшной такой проблемы, как раньше, нету. По сравнению, с теми годами у нас намного уменьшилось количество абортов. Намного. Если, например, в 9-х, по-моему, 8-м году, 7-м году, в 2007 году где-то доходила у нас цифра до 40%, то сейчас у нас намного уменьшилось, до 13%. Однако, одно дело принять решение о сохранении беременности. Иной вопрос стоит о возможности выносить здорового ребенка. Это еще одна болезненная и актуальная проблема в наше время, подчеркивает Наиля Рахметовна. Но врачи не сдаются и делают все, чтобы как можно больше женщин обрели счастье стать матерью. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Министерство внутренних дел ввело новые правила в порядок регистрации транспортных средств, согласно которым водителям не нужно будет предъявлять полис ОСАГО. Вступившие в силу изменения предполагают, что теперь транспортное средство можно зарегистрировать в случае, если получается распознать измененный в результате износа идентификационный номер. Министерство внутренних дел России изменило правила регистрации транспортных средств госавтоинспекции, а также внесло корректировки в административный регламент ведомства. Изменения вступили в силу в понедельник, 10 июля. Документ уточняет порядок регистрации транспортных средств с изменениями в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств их смогут зарегистрировать. Новые правила предусматривают возможность предоставления транспортного средства вместо его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Это допустимо, если заявление подавалось через единый портал госуслуг. При этом из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде. Новые правила упрощают регистрацию транспортных средств для людей с ограниченными возможностями. Восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь также можно в любом подразделении без привязки к месту жительства. Также аннулировать регистрацию могут и сами сотрудники ГИБДД, если выявили, например, незаконные изменения конструкции транспортного средства. Теперь, если такой хозяин машины устранил все недочеты, то есть вернул конструкцию в прежнее состояние или узаконил изменения, он сможет восстановить регистрацию в любом удобном ему подразделении. С наступлением теплого сезона у большинства людей наступают долгожданный отпуск и каникулы. Многие в этот период стараются найти уникальный способ отдохнуть, провести время с пользой и удовольствием, останавливая свой выбор на море в теплых краях.
Однако и в нашем регионе немало мест, которые не менее привлекательны, а порой и намного интереснее, нежели популярные для туристов объекты в других странах. В следующем сюжете мы вам расскажем об Башкортостане, о местах нашего родного края, которые могут обеспечить вам неповторимый отдых и путешествия. В последнее время в Башкортостане уделяется большое внимание популяризации туризма. Практически во всех уголках республики можно найти интересные объекты природы и достопримечательности, богатые своей историей, привлекательные своим внешним видом и красотой. Мест для отдыха и туризма в Башкортостане очень много. К примеру, можно будет отдохнуть на водопаде Атеш, который расположен в Белорецком районе. Также можно посетить очень красивую большую высокую гору Иремель. Она расположена в Учебинском районе. Там есть такие разнообразные досуг развлечения провести, как конный поход, пеший поход, лыжный зимой, естественно. Для детей я бы посоветовала посетить динопарк, который расположен в Абзелиловском районе. Также в этом динопарке динозавры, они натурального размера. Они как бы двигаются, издают звуки. На территории динопарка имеется музей восковых фигур. Наша природа очень богата. Практически во всех уголках можно увидеть разнообразие растений, зверей и птиц. Необходимо отметить, что в последнее время все большее количество фотографов начали обращать внимание на красоты и природные богатства наших краев и делают весьма впечатлительные кадры. В некоторых местах можно даже встретить деревья, возраст которых достигает нескольких веков. В республике расположено немало пещер, многие из которых связаны с легендами башкирского народа. Вместо поездки на море можно с не меньшим удовольствием искупаться в местных водах. Одни из самых популярных мест для водных процедур – это озеро Талкас, расположенное в Баймакском районе, озеро Яктукуль в Абзелиловском районе и многие другие. Почему путешествия в нашем регионе могут быть более привлекательными, нежели поездка за границу? На этот вопрос несколько ответов, которые уберут все сомнения. Во-первых, все достопримечательности – это история нашей республики. Во-вторых, большинство из них – это часть самой природы. В результате человек обеспечит себе полезный для здоровья отдых. И в-третьих, что немаловажно для современного человека, это стоимость. Кроме того, что вы получите бесценное удовольствие, совершив туристический поход по нашему краю вместе с семьей или друзьями, так еще и сэкономите. Как считаете, у нас в республике есть какие-нибудь интересные такие места, куда можно поехать? Есть Гадельша. По нашей республике, не знаю, пещеры, там Капы пещеры есть. Там я никогда не был, но Гадельша вот есть, туда можно поехать. А вот есть Исяново, тоже нормальное место. А вот вы сами куда обычно ездите? Я на Исяново всегда езжу. Много, конечно, интересных мест. Сейчас и не объять. Например? Например, сама столица, город Уфа, очень прекрасно. Ой, да очень много. Конечно. Да. Мы на Урадым в том году ездили, в Урадымское ущелье. Там вообще нормально. Конечно, у нас очень много мест красивых. Например? Ну, например, Капова пещера, чем это. Очень много красивых мест у нас в Белорецком районе. Вот далеко ходить не надо. Озеро Талкас, один из мест красивых. Ну как же нет? Дуся, ну. Вот, в Гадельше, пожалуйста. Вот. Еще какие? Ну какие еще? Да вообще у нас красиво все здесь. Ой, ну у нас в Башкирии вообще очень много красивых мест. Капов пещеры, какие вот эти хребты красивые. А вы сами в каких местах бывали там или горожане? Водопад как у нас называется? Гадельша. На Гадельше были, там очень красиво. На Капов пещере, правда, не были, но много фотографий видели и слышали. Данил Алибаев, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работала Наиля Ахмедшина. Удачи, до встречи в эфире.